Наш эфир продолжает брифинг оперштаба по эпидситуации. Узнаем о текущей обстановке в республике. Предлагаем послушать. Ольга Валерьевна, добрый день. Расскажите, пожалуйста, о текущей эпидситуации в республике Саха-Якутия. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарная обстановка в республике остается напряженной. За последние сутки зарегистрировано 163 новых случая коронавирусной инфекции по данным Управления Роспотребнадзора по республике. В целом по республике отмечается повышение количества случаев. В основном это повышение связано прежде всего с открытием нашего с вами учебного процесса в школах, в средних специальных учебных заведениях, высших учебных заведениях. В связи с чем обращаемся к вам с просьбой о необходимости соблюдения мер, прежде всего, непосредственно связанных с санитарно-эпидемиологическими требованиями, установленными указом главы Республики Саха-Якутия по ношению масок, соблюдению дистанции и, конечно же, наличию вакцинирования. В случае, если вы работаете с людьми, в случае, если вы находитесь в близком контакте со своими людьми, коллегами, ну и, конечно же, родственниками. В городе Якутске зарегистрировано 93 новых случаев. В Амгинском районе сегодня отмечается повышение этих случаев 10, в Алданском 8. По 6 случаев зарегистрировано в Мегино-Кангаласском, Мирнинском районах. По 5 случаев в Нерюнгринском, Оленёкском, Усьмайском, Хангаласском. По 3 случая в Булунском, Вилюйском, Ленском, Амонском, Намском и Чурапчинском районах. По 2 случая зарегистрировано в Кабе и в Сунтарах. Лабораториями Роспотребнадзора и учреждениями здравоохранения осуществляется тестирование. За последние сутки отмечается очень высокий уровень тестирования. Проведено за сутки 4153 исследования. Необходимо обратить внимание, что в республике продолжается активная фаза вакцинирования от новой коронавирусной инфекции. За последние сутки на последние сутки в республику поступило 485 155 доз вакцины от новой коронавирусной инфекции. Необходимо сказать о том, что сегодня у нас из количества, которое поступило, использовано 69,5%. Первую вакцину получили 331 281 человек на территории нашей республики. Это был брифинг оперативного штаба по COVID-19, а мы продолжаем. Вы смотрите новости, в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. Главные вопросы жильцов аварийных домов. Глава Якутии посетил Мирнинский район с рабочим визитом. Проект регионального бюджета для граждан. В Москве прошел 5-й финансовый форум. УЗИ, ЭКГ и консультации специалистов. В Якутске проходит ярмарка здоровья. Президент России Владимир Путин одобрил присвоение звания «Город трудовой доблести» 12 городам России, в число которых вошел Алдан. По словам президента, список городов трудовой доблести в России будет пополняться. Напомним, это почетное звание присваивается российским городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. В знак глубочайшего уважения, преклонения перед теми, кто без сна и отдыха, презрев все лишения, а подчас отдавая своей жизни, работал на заводах и фабриках, в госпиталях и научных лабораториях. И именно для того, чтобы подтвердить наше уважение перед этими людьми, в России учреждено почетное звание «Город трудовой доблести». Этого звания уже удостоены 32 наших города. Сегодня рассмотрим новые ходатайства регионов. Сегодня Оргкомитет «Победа» примет решение, в каких населенных пунктах нашей страны появятся новые стеллы городов трудовой доблести. Но сразу хотел бы предложить «Единой России» взять на себя обязанность, миссию привести в этих городах в порядок все объекты, памятники, связанные с подвигом фронта и тыла. Вместе с жителями подумайте запустить просветительские программы для молодых людей, для молодежи, чтобы ребята знали, как много для Великой Победы сделал их родной город, их семьи. Подобный статус даст городу возможность войти в федеральную программу, которая предоставляет строительство большого комплекса Площади Победы.
Алдан занимает особенное место в истории республики. Это не только один из промышленных центров, но и город, внесший большой вклад в дело победы. Из 14 тысяч жителей на фронт ушли 11 740 алданцев. 7 призванных алданским военкоматом стали героями Советского Союза. За годы войны в Алдане добыли для страны почти 16 тонн золота. Звание в истории города республики станет достойным подарком к столетию якутской промышленности и может стать первым в истории Якутии. Глава республики Айсен Николаев и генеральный директор акционерной компании «Алроса» Сергей Иванов прибыли в Келбейский наслег, село Харьялах Оленёкского района. Сегодня там прошла торжественная церемония открытия нового здания школы-сада на 120 и 75 мест. Новое здание общей площадью более 3000 квадратных метров строилось здесь более 3 лет и сегодня в торжественной обстановке распахнуло двери для своих учеников. После торжественной церемонии открытия традиционного разрезания красной ленты почетные гости приняли участие в высадке деревьев на пришкольной территории. Снос ветхого и аварийного жилья стал одним из основных волнующих вопросов жителей поселка Айхал и города Удачный, которые в рамках своего рабочего визита в Мирнинский район посетил глава республики Айсен Николаев. В частности, из 34 деревянных многоквартирных домов Удачного признаны аварийными и подлежащими сносу, а также 8 домов поселка Надежный. По сроку признания аварийными дома не попадали под текущий этап переселения. Между тем, благодаря принятому решению президента страны Владимира Путина о дополнительном выделении финансовых средств на снос домов региона в размере 45 миллиардов рублей, жители аварийного дома могут включить в дополнительный список программы переселения в срок с 22 по 24 годы. На сегодняшний день реализация подобных мероприятий планируется при формировании и утверждении механизма новой программы. Мы хотим, чтобы в Мирнинском районе люди, которые здесь трудятся, живут не только в алмазодобывающей промышленности, но и во всех других отраслях экономики, бюджетной, социальной сфере, они жили в хороших условиях, чтобы здесь была комфортная городская среда, чтобы была достойная заработная плата, чтобы социальные гарантии здесь были на уровне лучших компаний мира. И с этой точки зрения очень много сделано, в том числе благодаря и компании «Алроса», и тем решениям, которые мы приняли совместно с федеральным правительством, но еще больше предстоит сделать. И я считаю, что сегодня здесь, в Мирнинском районе, найдена очень хорошая форма работы. Во главе с Александром Владимировичем Басыровым создана такая общественная организация, как «Народный актив», которая практически по каждому населенному пункту, встречаясь с жителями, с неравнодушными гражданами, собрала предложения о улучшении жизни в том или ином населенном пункте. Будь то Тасюрях, Сюльдюкар, села, которые есть в Мирнинском районе, заканчивая уже непосредственно самим городом Мирным, в том числе и по Удачному и Айхалу. Депутат Государственной Думы Галина Данчикова с рабочим визитом посетила Татинский район. В селе Кыи она ознакомилась с строительством новой школы. Работа идет полным ходом. На следующий месяц школа откроет свои двери. В селе Черкёх Данчикова посетила историко-мемориальный музей якутской политссылки. Стоит отметить, что с каждым годом, благодаря меценатам, количество реставрированных объектов на территории района увеличивается. Также в селе Итыкюэль Данчикова осмотрела спортивные объекты. Напомним, что в Татинском районе в 2025 году пройдут национальные игры Манчары. В Татинском ВУЗе развитию к детскому спорту уделяется большое внимание, как со стороны родителей и как руководства. Радуют наши воспитанники. В этом году заняли первое место по гировому спорту в первенстве Республики Саха-Якутии. И, как известно, 22-е игры Манчары по национальным видам спорта пройдут у нас. И в связи с этим начнутся строительство разных спортивных объектов, в том числе стадионов. И мы надеемся, улучшение условий наши спортсмены покажут лучшие результаты.
В селе Кюбе-Индя Вилюйского района, где 9 сентября объявлен режим чрезвычайной ситуации, ведутся работы по прокладке минерализованной полосы. Об этом сегодня на брифинге по лесным пожарам сообщил первый замминистра экологии Якутии Семен Яковлев. Так, сегодня на территории региона продолжают действовать 49 лесных пожаров на общей площади более 292 гектаров. Из них на охраняемой территории действуют 11 очагов возгорания в районах республики. За прошедшие сутки локализовано 4 пожара в Горном, Усть-Майском, Чурапчинском и Хангаласском районах. Ликвидировано 4 охраняемых в зонах Амгинского, Верхневилюйского и зоне контроля Жиганского и Усть-Майского районов. Угроз населенным пунктам и объектам экономики нет. Лесной пожар у села Кюбе-Индя Вилюйского района находится на контроле пожарных. На сегодняшний день в Вилюйском районе заброшено 12 тонн воды вчера. В пожаре село Кюбе-Индя Вилюйского района. Оно находится более 5 километров от населенного пункта. Задействовано 72 человека, 6 единиц техники. Прошло именно по расширению мелиоризованной зоны 14 километров пройдено. 2 пожарных автомашины и 21 человек аэромобильной группы сегодня прибудут. На месте находятся 2 пожарных автомашин и службы авиалесохраны, Якутлесресурса и пожарной службы, те, которые задействованы совместно с местными жителями в тушении лесного пожара. Практики инициативного бюджетирования активно реализуются в 73 регионах России. На 5-м Московском финансовом форуме инструменту общественных финансов была посвящена отдельная сессия. Чем полезен российским регионам опыт Якутии? В сюжете у Туяры Константиновой. Третий год подряд опыт Якутии в реализации инициативного бюджетирования получает признание на федеральном уровне. Проект Минфина Республики победил в номинации «Лучший проект регионального бюджета для граждан». На пленарной сессии Московского финансового форума премьер Михаил Мишустин подчеркнул, что правительство России будет активно развивать механизм инициативного бюджетирования. Кроме работы самого государства и предприятий, важно, чтобы и общественность принимала активное участие в формировании экономической повестки, в формировании бюджетной системы. Он остановился достаточно подробно на поднятии уровня финансовой грамотности населения как одно из условий формирования благополучных семейных бюджетов, которые будут основой благополучия страны. И инициативное бюджетирование, когда граждане вовлекаются в процесс принятия решений своих насущных проблем. На форуме говорили и о создании социального казначейства. В стране действует порядка 30 тысяч различных мер социальной поддержки, и каждая из них требует своего пакета документов. Система социального казначейства, как единая цифровая платформа, обеспечит равный доступ граждан к социальным льготам. Социальное казначейство – это не про деньги. Социальное казначейство – это про людей. Наш субъект является одним из передовых по вопросу упрощения, доступности, скорости осуществления социальных выплат и адресности их. Пандемия показала, что мы достаточно четко и понятно вовремя выдавали непосредственно все выплаты, которые были определены как руководством страны, так и руководством республики. Впервые на форуме такой определенного рода реальная точка может быть поставлена для того, чтобы открыть новую страницу и говорить о необходимости все-таки такой вот человекоцентричности осуществления всей финансовой политики как таковой. Власти Якутии одним из первых получили одобрение на инфраструктурные бюджетные кредиты на сумму 4 миллиарда рублей. С помощью льготного кредита регионы получат новый импульс экономического развития. Ожидается, что к 2024 году объем выданных инфраструктурных кредитов достигнет 500 миллиардов рублей. Для развития инфраструктуры были предоставлены бюджетные кредиты субъектных федераций для развития инфраструктурных проектов на территории. И уже первыми, кто прошли отбор правительственной комиссии Российской Федерации, это Республика Саха-Якутия и Нижегородская область. Многие субъекты сейчас берут пример с нас. Действительно, развитие инфраструктуры, коммунальной, социальной, которая обеспечивает деятельность жилищного строительства и развитие транспортной инфраструктуры, это помогает развитию экономики и малому и среднему предпринимательству. И в целом человеку становится комфортная среда жизни.
В 2022-2023 годах на выделенные средства в республике построят новые жилые кварталы в Якутске и Нерюнгри, а также модернизируют речной флот. Туяра Константинова, Джуль Березкин, Москва. В Якутии собраны уникальные сведения о редких отраслях на территории региона в рамках микросельхозпереписи. Так, в мероприятии приняли участие более 65 тысяч сельхозпроизводителей. С момента проведения Всероссийской сельхозпереписи 2016 года произошли большие изменения. Так, якутские фермеры стали выращивать бахчевые и плодово-ягодные культуры. Также стало известно, что в поселке Черский Нижнеколымского района для научных целей держат 10 верблюдов. А в Якутске 2 хозяйства занимаются разведением страусов. Особенностью сельхозучета стало применение современных технологий при сборе данных от респондентов. Это помогло ускорить процесс учета и повысить качество сбора информации. Предварительные итоги станут известны в 4-м квартале текущего года, окончательные в конце следующего. Все собранные данные имеют конфиденциальный характер, будут сведены, и, значит, основные итоги будут, окончательные итоги будут получены только в следующем году, в конце года, а в этом году, в ноябре месяце, будут предварительные данные. Хочу выразить благодарность населению нашей республики за их активное участие. Мы все знаем, что действительно микроперепись проходила в очень тяжелых условиях. Это и лесные пожары, и пандемия. Но, несмотря на все это, хочу сказать, что сельскохозяйственная микроперепись в Республике Саха-Якутия прошла успешно. В эти минуты в Якутске проходит ярмарка здоровья. На мероприятии всем желающим предоставлена возможность пройти консультации врачей-специалистов, а также диагностические исследования. Подробнее о ярмарке нам расскажет Саргылана Неустроева. Саргылана, приветствую. Какие же все-таки исследования можно пройти и много ли желающих проверить состояние своего здоровья собралось на сегодняшней ярмарке? Приветствую, Надежда. Да, желающих действительно немало. Здесь, в спортивном комплексе «Триумф», собралось около сотни специалистов из 15 больниц, поликлиник и медицинских центров города Якутска. Это и онкологи, и маммологи, и эндокринологи. В общем, очень обширный спектр специалистов. Пройти проверку здесь можно даже у стоматолога. Что касается диагностической медицины, то это, конечно же, ЭКГ, ФЛГ. Также можно сдать анализы на наличие ВИЧ-инфекции, гепатитов Б и С и сифилиса. Кроме того, можно провести забор анализов на онкомаркеры и бесплатно получить вакцину против гриппа и коронавирусной инфекции. В целом, по словам руководителя департамента оказания медицинской помощи населению Веры Тарасовой, подготовка к ярмарке шла практически в течение месяца, однако организаторы не были готовы к такому большому наплыву желающих проверить свое здоровье. Все-таки ярмарка не проводилась практически в год по понятным причинам. Но, тем не менее, врачи сегодня готовы оказать медицинскую помощь всем желающим. Подробнее об этом я предлагаю послушать. В этом году было принято решение провести эту ярмарку, поскольку у нас год здоровья, да, и неотъемлемой частью здоровья является обязательно профилактика. И такие ярмарки, как показывает опыт, выявляют очень много заболеваний именно на ранней стадии, да, когда человек сам обращается. И очень много людей именно приходит на ярмарки, редко приходят именно с профцелью самостоятельно в поликлинике, там без приглашения, да, а именно на ярмарки они приходят, граждане, и охотно сдают анализы, проходят какие-то обследования предложенные. И сегодня, да, мы видим огромную заинтересованность среди населения. Но, к сожалению, ярмарка проходит лишь сегодня до 4 часов дня, поэтому успевайте воспользоваться возможностью пройти всех узконаправленных специалистов. При себе важно иметь паспорт, СНИЛС и страховой полис. Ну а к этому часу у меня все. Надежда. Благодарю, Саргылана. Действительно, такая ярмарка здоровья – удачная возможность узнать о состоянии своего организма. Напомню, с нами на связи была наша коллега Саргылана Неустроева.
В Институте развития образования и повышения квалификации педагогов проходит 8-й республиканский конкурс «Педагог-психолог». Выявление лучшего педработника впервые организовано в онлайн-формате. В нем участвуют психологи из северных, заречных и центральных районов Якутии. Сам конкурс состоит из 2 этапов. В заочном экспертном испытании жюри оценило видеоролики участников о педагогическом опыте. А во 2-м туре в онлайн-формате состоятся блиц-интервью по актуальным проблемам психологии образования. Победитель конкурса будет представлять республику на федеральном уровне. Сегодня завершающий день. Они сегодня должны разрешить конкретную психологическую ситуацию. Если раньше эту ситуацию мы, скажем, достаточно теоретизированная она была, да, а сейчас мы берем уже из конкретной жизни, конкретный психолог предоставляет материал, да, о трудной ситуации, и вот наши психологи помогут конкретному специалисту вот в решении данной проблемы. Вот. А победитель, да, вот конкурса буквально завтра уже начинает участвовать в российском конкурсе. Сразу после нашего эфира смотрите на канале «Якутия-24» специальный репортаж Марферины Алексеевой «Чистая Арктика», в котором наша коллега расскажет о акции, которая проходит в поселке Тикси Булунского района. Невозможно закрывать дальше глаза на эту проблему. Сейчас мы находимся в военном поселке Тикси-3. С весны этого года здесь активно ведутся работы по сносу всех нежилых и аварийных объектов. Ужаснулись вот с самых первых минут, потому что огромное количество металла, дерева, каких-то отходов. И насколько здесь все масштабно. На этом наш выпуск завершен. До встречи!